Среди российских регионов Коми отличается разнообразием практик в развитии гражданского общества. Об этом говорили на площадке по некоммерческому сектору. Круглый стол о проблемах НКО и путях решения на муниципальном уровне прошел в селе Выльгород Сыктывдинского района. Встреча состоялась в рамках 13-го гражданского форума Общественной палаты Коми. Подробности у Анастасии Тюрниной. Обустройство мемориального комплекса в селе Часово, ремонт Дома культуры в Озёле, школьный проект «Ткацкая мастерская», обустройство пожарного водоема в селе Нювчим, проекты с участием безработных. В этом году по народному бюджету в Сыктывдинском районе реализуют 14 проектов. 13 из них уже успешно завершены. Это лишь некоторые примеры, о которых рассказывают на площадке. Сегодня на территории муниципалитета 19 ТОСов и 10 автономных некоммерческих организаций. Безусловно, много внимания будет уделено развитию территориального общественного самоуправления. Это конек нашего региона. Также отдельно от себя отмечу то, что наш регион в развитии гражданского общества, наверное, отличается разнообразием практик. У нас в последнее время и в программах инициативного бюджетирования, и НКО различные тематики появляются. Это и экологи, и зоозащитники. То есть все не только вокруг благоустройства. У нас все больше проектов в сфере культуры появляется. Причем это не только традиционные, может быть, танцы и пляски, но и различные мультстудии, театры. Литературный ликбез авторы «Серебряного века» спешат на помощь. Это положительная практика ТОС «Вичкадор» села Иб. За 5 лет работы активисты выиграли 15 конкурсов. Последний – участие и победа в президентском гранте культурных инициатив. Мы ходим к детям в школу, мы проводим мероприятия. Мы с ними записываем видеоролики с прочтением произведений вот этих авторов, делаем литературные игры. Мы ездили в экскурсионную поездку в Москву именно по музеям, посвященным авторам Серебряного века. Еще мы делаем мультфильмы по произведениям. Они у нас небольшие, но детям нравится. В целом на финансирование некоммерческого сектора как в стране, так и у нас в регионе выделяется все больше средств. Один из примеров – главный конкурс на гранты главы республики. 3 года назад общий бюджет его составлял около 5 миллионов рублей. В прошлом и в этом распределяется сумма по 50 миллионов. Это хороший стимул для людей, которые только хотят войти в некоммерческий сектор. Общая тема 13-го гражданского форума – консолидация гражданского общества вокруг стратегии республики. Еще один пример. В Сыктывдинском районе работает волонтерский штаб. В него входят представители разных организаций. Ведь не зря говорили и говорят, что люди объединяются в беде. Нам нужно направить все свои усилия, быть очень терпеливыми ко всем просьбам, и не только семей военнослужащих, каждая семья. Итогом круглого стола стал разговор об открытии муниципальных ресурсных центров НКО. Встреча показала, общественники желают встречаться больше, обмениваться опытом, а главное – положительными практиками. Анастасия Тюрина, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.